Здравствуйте, друзья! С вами Лара Володина. И сегодня я решила показать вам тех спасенышей, которых спасала зимой, весной бегом, в попыхах, о которых некогда было монтировать ролики и рассказывать, что и как. Итак, по порядку. Знакомьтесь, Майкл. У каждой собаки есть своя история жизни и история спасения. Большого серого кобеля я бы и не заметила, пролистнула бы, но мне бросился оскал зубов рядом стоящей собаки, и здесь мне стало не по себе. Этот серый большой совсем не хотел отвечать на рычание соседа, ведь он не слабак, мог бы ответить, но у него есть мозги. Он, вжавшись в угол, давал понять, что не претендует на лидерство, не участвует в потасовках, он не хочет драк и крови, но тот не унимался. Ты просишь помощи, да, убежай. Вот этот вот его грызет. Лес. Попробуй только. Уйди отсюда, говорю. Я попросила вытащить его из вольера и забрать, но его не отдали. Тогда, может, хотя бы посадить на будку, на цепь, но главное отделить их. В общем, итог таков. Собаку не отдали, а при попытке вывести его из вольера он рванул и сиганул прочь из этого адового места. Можно было бы порадоваться, что удрал и хорошо, но я понимала, что свобода его ненадолго. И буквально через сутки этот серый большой умный пес бежал в 6 часов утра навстречу той машине, тем людям, которым его не отдали для меня сутки назад. Вот, время 6 утра, улица Чеченко. Давай зарежем. Мы его поймали, парнишку нашего, которого вчера обижали. Они остановились, позвали его, и он подбежал, виляя хвостом. Дал взять его и посадить в машину. Не сопротивлялся. Это случайность? Или интуитивно почувствовал, что тут с этими людьми решается его судьба. И это уже не главное. Разве я могла отказаться его забрать? А ты чё? А? Рыбку, скажи, мы не хотим. Рыбку мы не кушаем. Корм поел чуть-чуть. Да? Благодарный, что спасли его. Ну, благодарный. Надо было принимать решение. Если взвешивать эти жизни и свои возможности здравым смыслом, то можно было бы не спасать, а думать о том, как мне тяжело, или думать о том, как злорадничают мне вслед. Но я опять и снова говорю о жизни этих несчастных, которых я решила спасти в марте-апреле, несмотря ни на что. Ой, ну привет, улыбашка! Привет, мальчик, привет! Ну а мимо этой красавицы домашней, оказавшейся по воле судьбы на короткой цепи в ППЖ, невозможно было пройти. Ее ослепляющая улыбка никого не оставит равнодушным. Улыбается каждому человеку снизу вверх, заглядывая в глаза. И это не разовая улыбка, пойманная объективом. Она улыбается всегда. Представьте, такую сдали на смерть. Неужели такая может надоесть? Хотя да, из нее плохая охранница. Любого зацелует и точно даже не напугает. Нет, не хочу, чтобы она сгинула там от злого умысла человека или сгнила после ржавой стерилизации. Забрала я и ее. Знаете, раньше я спасала таких, о которых не успевала рассказать, молча, тихо. Потом молча их тянула, стерилизовала, пиарила, а вам уже рассказывала о них, когда они были пристроены. И вот о них даже вы и не знали, но такие собаки у меня были всегда. И тянуть их порой по году-два было нелегко. А времена поменялись. А собаки такие, тихо спасенные, у меня добавились за эти месяцы, а вместе с ними увеличились финансовые ямы. Да, очень тяжело выживать, но глядя им в глаза и видя их улыбки, нет у тебя права сожалеть, как много в них благодарности, чего нет в человеке.
И так вскоре после получения переносок, дождавшись пассажира, эти двое прилетели в Москву на мое кураторство. Кого затронули эти двое, кому запали в душу, может, кто захотел взять себе, пишите мне на WhatsApp. Кто захотел помочь финансово, стать финкуратором, то тоже пишите. Будем только рады. Как вы синхронно мордами крутите, а? Улыбаки. Это мальчик. Знакомьтесь, он боится собачек. Мальчик-бояка. Боится собачек. Вы вообще брат с сестрой, что ли? Я что-то не поняла. А ты девочка. А ты девочка-улыбака на красивых широких лапах. И тебе тоже люблю. Я потом расскажу, почему я вас так спасла. Ох, вы мои красопеты. Домодедово. Спасибо, что вы к нам приехали, мои зайцы. Спасибо, люблю вас уже. Люблю. Люблю и ждала вас очень. И еще, друзья, о двоих расскажу я вам сегодня. Ну, очень просила за них волонтер города Нальчика. У них закончил работу то ли приют, то ли отлов, и всех распустили на вольные хлеба, вывезли, где жить им недолго, бегать по дорогам в поисках еды, пока не погибнут. А вот за двоих очень просили забрать. Они адекватные, дружные, добрые. Дэн, овчаренок, и Дана, девочка, щенков которой смогли пристроить по кураторам. А вот мамочка оставалась на погибель. Она небольшая, килограмм 13. Когда их выводили последними из опустевшего отлова, они понимали, что их забирают добрые люди. К ним пришло спасение. Они прыгали от счастья и лизали руки волонтеру. Сначала я согласилась на одну, мамочку, но рядом крутился под ногами овчаренок. И сжалось мое сердце, что будет он бегать по дорогам или СНТ, пока не убьют. Обе собаки привиты, стерилизованы. Но зачем им погибать? Они готовы уже к пристройству.
поехали мы сюда. Так вскоре мы с Романом уже встречали ночной поезд. Надо было видеть их глаза. Мы для них новые люди. Но какие же они были благодарные, протягивали нам свои мордашки, ни разу не облаяли, как чужаков. Иди сюда, иди, облизываешь, да? Вот какие хорошие. Облизывать я Мальчик не и люблю, девочка. я целоваться не люблю. Приехали к нам. Золотые дети, золотые. Ты что, мне лапочку даешь? Вас спасли, мои хорошие. Вон как вы хвостиком виляете, да? Радуетесь. Гулять пойдем? Гулять? Вот, Гулять да. пойдем. Пойдем Сейчас гулять. пойдем. Вот какие хорошенькие дети, да? Хорошие. Паша, Ой. поводок есть? Мои солнышки. Маленькая вот эта такая, да? Вот до колена, ниже колена. Видишь, как облизываешь? Да, конечно, конечно. Давай. Вот какая. Вот какая лапочка. Вот такие лапочки. Вот так вот они в купе ехали. Вот и стоит на лапочках, да? Только вот овчаренок боялся шумного вокзала, когда его вели к машине, боялся светящихся огней, бегущих людей и лестниц. А девчушка как будто всю жизнь жила здесь вот так. У меня появились еще двое прекрасных небольших собачуль. Ночная Москва, малыши. Может, кому приглянулись они, пишите на WhatsApp или, пожалуйста, откликайтесь на поддержку, на финкураторство в наше тяжелое время. Нам очень нужна ваша помощь всегда.